Дулкыннар, сіз неге шаулайсыз? Ярларға суғылып, сіз нәрсе даулайсыз? Дулкыннар, дулкыннар, мен аңлайм сізні, мен сізге ышанам, сіздегі дәрт біздің дәртлерге ышаған. Дулкыннар, дулкыннар, сіздегі ашқыну, сіздегі талпыну, нәк біздің ярсыған ерекінің ялқыны. Дулкыннар, дулкыннар, ерекілі яш егет, юлтыты ераққа, тербеліп, чайқалып сізінің кең күчаққа. Дулкыннар, дулкыннар, мен қалдым айрылып, ерегім досынан, ол жеңіп қайтқанша мен кетмем шушынан. Дулкыннар, дулкыннар, ол менің шатлығым, ол ерек ялқыным, ол батыр сүйкемлі нәпсізінің шикілі. Ол менің шатлығым, ол ерек ялқыным, ол батыр сүйкемлі нәпсізінің шикілі. Дулкыннар, Столетию известные татарские пропагандистки и музыковеда Зара Римовны Першаковой. Один из старейших педагогов, ленинградский сначала, затем Санкт-Петербург, руководила многие годы отделом музыкальной концертной практики, поэтому можно сказать, что через ее руки прошли все ныне концертирующие студенты и артисты, и кого только не было. Часть мне удалось, прошу вас выключить все телефоны. Часть мне удалось отыскать, и, безусловно, все согласились. Даже некоторые из них сегодня, у кого-то экзамен, класс сдают экзамен, у кого-то концерт, они все равно приходят на какое-то время и убегают по своим делам. Все ради сообразия. Я прежде всего хотел бы сказать слова благодарности хозяевам этого гостеприимного дома актера, которые, я скажу, с удовольствием нас приняли и всегда предоставляют на мои просьбы положительный дают ответ, чтобы мы делали свои проекты и проводили какие-то мероприятия здесь. Ну а сегодняшнее мероприятие одно из самых интересных и важных. Я думаю, это событийное мероприятие столетия такого выдающегося деятеля татарской культуры и российской культуры. Это певица, которая что только не сделала. Я удивляюсь, как удалось такой маленькой, хрупкой женщине сделать столько, сколько не могу сделать, не знаю, десятки или сотни, множество, так сказать, богатейших, именитых татар. Вот. Ну, она, в общем, удалось там сдвинуть. Вот в 1986 году я поступил в консерваторию, только на фортепианный факультет, и она нашла меня. Вот вы говорите, Шакиров, да, Ренат, да, Сагидович, да, и что действительно татарин, я говорю, да, вот, может быть, это, давайте что-нибудь сделаем. И решили сделать такой вот, вдруг возник проект, сотворить любительский татарский хор, первый в Петербурге, и один из первых, наверное, в Российской Федерации, ну, я не имею в виду Татарстана. Вот, и ДК Карла Маркса, там как-то Мухлиса Хамзиева, тоже ушедшая уже от нас, они вот организовали класс, организовали набор, мы его делали, мы изучали со всеми ними, и татарский язык, и музыку Яхина, Саидашева. Для меня открылся огромный мир просто музыки. Ну ладно, об этом вы, наверное, все знаете. Сейчас я хочу предоставить слово представителям тоже татарской культуры. Я приглашаю на сцену одного из организаторов мероприятия, представителя постоянного представительства Республики Татарстан. Прошу вас. Приветствовать вас от имени постоянного
Татарстан в городе Санкт-Петербург, Ленинградской области и от нашего пошпреда Рената Никитича Валиуллина. Сегодня у нас очень торжественный день. Мы будем отмечать 100-летие со дня рождения выдающего нашего заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, знакомого всем нашего известную личность Сайру Азимовича Шикова. Мы будем всегда помнить и гордиться, какой она внесла вклад в наше татарское искусство, развитие и сохранение нашей татарской национальной культуры. Но знаете, мне, конечно, не повезло лично ее знать, но я вот пригласил сюда на сцену одного из начинателей татарского движения, Рената Рауловича Магдиева. Я скажу личное впечатление. Я не начинатель, я только подхватил ту волну, которая шла от людей, которые были во главе. Это Мухлиса Кавдина Зарипова и Сайра Азимовна Шикова. Они хранители культуры татарской в Санкт-Петербурге. Музыкальной культуры, да, Сайра Азимовна – это столб. Ее именем открывались двери в любые культурные заведения, начиная от Шуваловского дворца, Белый зал, потом уже, когда после реставрации открылся, музей-квартир Пушкина давала бесплатно зал свой по уровню организации концертов, мероприятий были на высоком уровне. Там же и контакты с консерваторией. Будучи организатором деятельности, она подбирала, находила татар, подбирала ноты, давала тем самым возможность выступить. И решался вопрос, где он будет концерт выступить? В дворце Юсуповых или в каком-нибудь там ДК или даже в Красном уголке. Конечно, дополнительные занятия с собой она несла. И этим продвигала татарскую культуру. А нам, татарам, было очень приятно слушать классический репертуар, классическое звучание татарское. И самое интересное, сформировалось у студентов, которые сказали: а мы тоже выучим и татарские песни, и татарские произношения, все будет. Вы это все увидите сегодня. Поэтому Сайра Азимовна несла культуру татарскую, высокую планку городского романса. Она говорила, что это определяет уровень. Высокая планка городского романса. Знаменитые Альфия Афзалова, Ильхам Шакиров, она нас знакомила с ними. Ее знали все. И в Татарстане, и в Санкт-Петербурге. Везде. Поэтому мы очень благодарны. Помним, любим. И мы вместе. Сердце нашим. Сайра Азимовна Шикова. Спасибо. Я хотел поблагодарить нашего организатора, нашего уважаемого пианиста, народного артиста Республики Татарстан, заслуженного артиста Российской Федерации Рената Сагидовича Шакирова за организацию этого концерта. Хочу пригласить на сцену представителя татарской общины, нашего друга и соратника Максуда, простите, Купрова. Да. Он, кстати, является одним из организаторов и учредителей ансамбля всемирных народных танцев. Ну, на самом деле я от лица татарской общины города Санкт-Петербурга и Ленинградской области хочу поприветствовать всех и поблагодарить всех, кто пришел на такой знаменательный памятный концерт Сайры Азимовны Ишаковой. Особую благодарность хотим выразить организаторам, непосредственно Ренату Шакирову, потому что он продолжает дело и память
такого великого человека, который оставил яркий след в культурной жизни Санкт-Петербурга, татар, ну и всего музыкального сообщества. Мы очень признательны и будем по мере сил тоже поддерживать такие мероприятия. Еще раз хочу поблагодарить хозяев этого прекрасного зала, Дома актера. Это Петербургскую региональную организацию «Союз театральных деятелей». И представитель здесь, я знаю, находится, просто я очень плохо вижу под этими фонарями. Вот. Огромное спасибо вам. Вы так много сделали тоже для нас и для того, чтобы провести этот вечер в памяти этого выдающего человека нашей литературы. Вот. А теперь, наверное, мы начинаем концерт. И по мере возможности мы будем вести, все участники концерта будем вести этот концерт. Я представляю выдающуюся пианистку, концертмейстера, заслуженного работника культуры России Викторию Пайкину. Она тоже все годы работала. Я приглашаю на сцену первого участника. Это Светлана Чуклинова. Она солистка Мариинского театра. И, естественно, она ученица Сары Азимовны. Она хочет сказать несколько слов. Добрый вечер. Первая песня, которую я исполню, называется «Moon River» – «Лунная река». Это песня о человеке, который идет по жизни, по этой лунной реке, в поисках своего счастья. И на этом пути встречаются разные люди, встречаются друзья, с которыми он хочет увидеть весь мир, а потом он снова остается один на один с этой лунной рекой. В моей жизни был тоже очень большой друг, и этот человек — Сайра Азимовна Вершакова. Сайра Азимовна — оптимистичный человек, веселый, щедрый. Она умела объединять вокруг себя очень хороших людей, с которыми я потом смогла познакомиться, и мой круг общения благодаря ей расширялся. Она познакомила меня с татарской культурой, с татарским языком. Она занималась со мной татарскими песнями, которые для меня это совершенно был другой мир. Она учила со мной слова, перевод мы делали с ней вместе. И сегодня я исполню еще одну песню, которая называется «Жиляк Жилянда», которая тоже была выучена вместе с Сайрой Азимовной. Сегодня мы отмечаем столетие Сайры Азимовны, а одним из последних концертов ее, который она организовывала, был очень большой концерт, большое мероприятие. Это столетие Мусы Джалиля в капелле. Она организовала в капелле. И вы знаете, на этот концерт она пришла с большой коробкой пирогов. Она говорила: вы знаете, я так волновалась, это так ответственно все было, что я весь день пекла пироги. Спасибо большое Сайре Азимовне за все. On the river
Я хотел попросить Светлану Чуклину, конечно, но еще хотел пару слов сказать, что нас поддержал наш дорогой друг Киан Манкаев, и он, в общем-то, хозяин, учредитель такой сети ювелирных магазинов Кредо Голд. Он приготовил не только приятный сюрприз о своей фирме, но и также подарки всем красавицам девушкам, участницам концерта. Каждой участнице Сайры Адамовны с хорошими воспоминаниями. Маленькие наши подарки от нашей любви. Сейчас выступит самый молодой участник нашего концерта Рустем Шакиров. Приветствую.
заслуженного коллектива симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, Алексей Коптев, альт, партия фортепиано, лауреат международных конкурсов Алиса Братславская.
Диляра Балиева, лауреат международных конкурсов. Ой,
выступает заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ринат Шакиров, фортепиано.